Друзья, привет! Собрался на рыбалку. Походу мороз. Сейчас посмотрим, сколько градусов. Вот. Минус 30. На время можете не смотреть. Время неправильно настроено. Время сейчас 4:30 утра. Собрались на дальняк. Сейчас посмотрим, заведется, нет хотя бы. Ну давай, давай, давай. С первого раза не хочет. Завелась родная. Ну, все как гудит. Все хорошо, мы завелись. Так, итак. Планы были такие. Ехать на дальняк, ехать дня на 3 с Иваном Григорьевичем. Ну, вчера сходили на разведку, половили хорюска. Я поймал 4 штуки, он поймал 5. Было очень холодно, до 30. Решили немного отложить, но не сидеть дома. На дальняк не поедем, поедем на озеро, попробуем поймать окуня. А что получится? Ну, что получится, то получится. Нива моя завелась. Все хорошо. Сейчас поеду, заберу его. Откуда дровишки? Из дому вестимо, да? Добрый вечер. Не подбросите до мыла? До мыла? До мыла. Я вспотел. Да, давай. Так, сани, да? Саня, да, прям кидай. Поехали, подбросим. В лес, наверное, со своими дровами еще никто не ходил. Лезь. Так, кидай прямо, да и все. Да там еще дорога заметена на Мылву, бля. Не чистят ни хрена. Ну, около речки там где. Еле прополз в Троицк. Ну, с Троицка приехал, а обратно до туда дошел, там сугробины такие. А ты Сухты, что ли, едешь? Не, я с Мылвы сам. А, не, откуда я приехал, говоришь? Я на Южном был, у сеструхи. Да надо печку дома протопить, бля. Сейчас поедем. Все, заготовили дрова, едем в лес, да, Ваня? А, в лес едешь? Да, со своими дровами. С этой стороны садись. С этой стороны садись, с этой. Как-нибудь. Так, а нет, сейчас лучше стой. Как-нибудь присядешь туда. Я залезу худенький. Время уже 6 час утра. Все, все сели? Да. Поехали. А у друга Пока ехали, стало 35. Минус. Минус. На улице почти уже светло. Ну, светло, можно сказать. Вон, фары выключаю, все видно. Иван, что, будем выходить или будем сидеть в машине? Здесь лунки сделаем. Здесь будем. По книжке рыбачить. Да, да, да. Минус 35. Но мы пойдем. Мы пойдем на озере. На озеро. И будем ловить окуня. Охота пуще неволи. Да, да, да. Все таки есть. Ну что, поехали? Поехали. Ехали, ехали и приехали. И дальше поехали. А тепло, ветра нет. Да, да, да. Вообще хорошо. люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз, без больших красивых фраз. Это
роз, наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Ну вот, так вот мы греемся в благоустроенном доме, которые остались от бывшего предпринимателя. Вот последний дом Который еще можно. с печкой остался, да. Растопили печку, уже вторую охапку, которую с собой привезли. Но вон снег на печке даже пока еще не растаял. Тепло с плиты вроде бы идет, но очень-очень холодно. Вот оно, наше красивое озеро. Вот оно. Сейчас солнышко выйдет немножко, если потеплеет. Может быть, пойдем. Мы нет, пойти-то пойдем. Просто обратите внимание, вот стеклопакеты. Вы где-нибудь видели такую избушку? Вот. Человек, предприниматель, выкупил озеро. Построил здесь 4-5 домов. Баня. Инфраструктура, баня, все что угодно. Вот Ну не... Вот баня. Там вот дома. Дальше сейчас все, что у него было. Ну, правда, брал деньги, да, за рыбалку. Ладно бы брал только бы за то, что народ здесь отдыхает. Но он брал деньги за то, что народ рыбачил на озере. Я сам лично платил. Ну, не получилось, не срослось. Убрали у него, забрали это озеро обратно, то есть вернули народу. И что остается? Остается весь этот поселок, можно сказать. Вся эта красота. И что делает народ, Вань? И что делает народ? Народ разбирает все. Народ Это не народ, срет. Да. Я вот сейчас прошелся по домам. В бане разобраны полы, разморожена печка. Единственная печка осталась вот эта. В 2-3 домах печки просто разобраны. Это просто атас полный. Из-за десятка кирпичей. Да, неужели нельзя? Ну оставили, да? Живи, рыбачь, наслаждайся природой. Нет, надо вот насвинячить, надо Нужны насрать. тебе кирпичи. Пиши заявление, мы тебе сложимся и купим кирпичи. Воры, Это я ушлепки, я не знаю, как еще как назвать. назвать этот народ. Ну, это не народ. Жалко до слез. Поломают то, Так. что построено красиво. Такую красоту, такое озеро, Да. такие дома. Начали пилить сараи. Ну, не знаю. Ну, Отдыхай, да отдыхай, приедь, отдыхай. тем более все это теперь бесплатно. Все Да, это но не будешь же пилить. достояние народа, как бы говорится, и все коту под хвост. Баню разморозили. Все, тазы разморозили. Все разморожено. Ушлепки, полные Конечно. ушлепки. Какой же это? Это людьми нельзя назвать. Кто пилит сук, на котором сидит. Мы уже где-то около часика греемся в избушке, которая никак нагреться не может. Даже от теплого напитка у нас идет пар. Но ничего, Ну, ждем тепла, пока потеплеет, может немножко отпустим. Пока выходить страшно но на лед. сходим на озеро. Потом пойдем обязательно. 35 градусов еще не рыбачил. Я в 22 рыбачил, но в 35 не рыбачил. Так, мы не рыбачим. Мы пока не рыбачим. Сейчас и дом топим, еще не нагрелся. От холодного чая пар идет. Он тебя пропускает, что ли? Ну, тут весна остается. Сырость остается. Хлеб замерзает на ходу. На ходу. Разлили горячий чай, он сразу схватился. На железном столе. Жарко. В жаркой избе-то. Ничего. А рыбе не холодно, да? Рыбы нет.
уже в чешуе. Чешуястая. Ну, Так, поджопник одеть обязательно, иначе жопу заморозим. конечно. А собираешься сидеть, то я только бегать буду. Мне ноги. Ну, если даже не сидеть, все равно. А я меня не сильно мерзну, но чувствую холод. Так, Причешемся. сегодня у нас репортаж об экстремальной рыбалке. Вообще, такого не бывало. В нашем регионе, это не Якутия, да? Но Это- близко, близко. В Якутии теплее. Сегодня может быть, а так там минус 50 рыбы. Ну там в палатках, конечно, так никто не ходит, блин, как мы по озеру минус 35. В Усинске рыбачат, все, палатки не снимая. Так. Что, рванули? Так. А, сейчас печку закрываем, чтобы немного хоть нагрелось. О, печечка, печечка. Дрова, что привезли, сгорели махом. Маху, маху, махом. Сгорели махом. Сейчас немножко это прогорит еще чуток. Знали бы, что так быстро горят, взяли бы два мешка. Так, всё. А народ, который не привозит с собой дров, начинает пилить сараи. Разобрали пол в бане, видать, дров не хватило. Урода, Да. что говорить. Жаль. Просто жаль этого народа, он бедный умом. Ушлепки. Ушлепки для них сделано, блин, условия созданы. Только щас. поддерживайте. Нет. Это, Да конечно, ты. дерьмовый народ. Да, Этим людям все равно счастья не будет. Они прокляты будут. А если, позор ворам. да, а если я сказал слово в сторону проклятия, я свое слово не имею права забрать. Кочерга ледяная. Да. Приморозил руку. Рука примерзла. Вот вы где-нибудь видели избушку вот с такими окнами? Да. А никто не видит. Стеклопакеты. Да, натурально. Время придет и их своруют, наверное. Да, вот жаль, конечно. Жаль, все жаль. Дурдом. Народ не понимает. Тупорылый народ. Все сделано для людей, а люди сами рубят сук, на котором сидят. Дай Бог. Отдыхайте, пожалуйста. Дай Бог потерять этому вору в 100 раз больше, чем он воровал или что. Да закроем, может, это. О, смотри, как хорошо. О, хорошие угли. Самые хорошие березовые угли. Закрывай. О, какие Не угорем потом? А, нет. Ну, зайдем, что нам подышать 20-30 минут. Пойдем, это, я не знаю, один год возьмем ледёвку. Грейся, избушечка, грейся. Наши трубочки. Супруга приготовила трубочек, которые замерзают. Поставь ближе к печи. Наш чай. Вот это не наше. Это кто-то приходил, оставил. Это тоже не наше. Это все термоса наши. Олан Вин. Вкусный напиток. Сила жизни. Живем пока. Живем. Разлился чай. Замерз сразу. Надеюсь, изба прогреется, мы это все протерем. Ну что, поехали на рыбалку.
Потопали на рыбалку, Ваня! Так пришли, двери открыты, все открыто. Ну, надо же все Шарики, равно как... кто-то здесь, видать, Новый год справлял. Да. Там вон елка, все. Чё, Дай-ка нож. 13 будем брать, нет? Дай-ка нож, я это подправлю. Не надо править, я подточил. Ты чё, Ваня? Да? Ножи точеные, я вчера точил весь вечер. Ну все, тогда этот крупный не буду. Ай-яй-яй. Я вчера без ножа, я вчера на наждаке их ширял. Лишь бы угол не сострел. Мне кажется, я угол поменял, потому что я их полностью снял. Нет, ты вот отсюда нельзя, вот отсюда. Нет, это оттуда я, ну... Отсюда, жик, жик, все. Я ножики, смотри, полностью срезал. Видишь? Полностью. Видишь, борода есть полная. Мало. Как мало, я... Мало. Домики, острый угол. Все здесь было красиво, все здесь было хорошо. Предприниматель брал деньги за отдых. Народ сюда шел, но он брал деньги и за рыбалку на этом озере, который он не выкопал же. Это природой созданное озеро. Народ здесь испокон веков рыбачил. Он брал деньги с этого, что рыбаки приходили сюда рыбачить. Ну, перекрыли ему лавочку. Теперь это озеро опять достояние народа. Ну вот это все, что осталось. Зачем гробить? Ну оставили все. И теперь это достояние народа. Зачем все это гробить? Я сейчас прошелся. Единственная печка осталась, которую мы растопили дровами, которые мы привезли с собой. Ну народ же что делает, а? Он начал пилить сараи, разбирать полы, разобраны все печки. Ну обогатился ты этим, что украл плиту, кирпичи. Да, блядь, купи ты в магазине, ёкаламана, а? Уроды, 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 еще раз уроды. Обалденное озеро. Обалденное место, обалденный отдых. Прекрасное место, восход солнца. Солнышко встает. Окуня здесь немерено. Я не знаю, будет не будет он клевать. Но мы будем пробовать. Раньше здесь проводили соревнования по подледному лову. Я даже здесь занимал первое место. Правда, по бурению лунок. Мне выдавали сертификат 500 рублей, который я потратил в рыболовном магазине. А так, бензобур давали тут за первые места. Ну что, где буриться-то будем? Даже не знаю. Народ бурился вон там. Ну, ловили дальше чуть. Чё, Вань, где буриться будем? Буриться где будем? Где? Где попало, там и пробуримся. Куда пришли? Ну ладно. Буримся так буримся. Лед сухой, обычно здесь бывает вода. Видать, мороз все высушил. А, вон он, двухслойный, все верно. Верхняя вода просто замерзла. Мороз, честное слово, не думает падать даже. Солнышко, он уже скоро станет выше деревьев. Вот оно поднимается, но не греет оно точно. Друзья, не греет. Минус 35, может даже и больше. Экстремальная рыбалка. Протопили 2 охапки березы.
Избушка даже, домик даже не согрелся, потому что печка кирпичная. Сейчас закрыли. Будем бегать туда греться. Хоть немножко греться, если не угорим. Предприниматель разводил здесь форель. Вон загородки стоят. Разводил карпа. Рыбы здесь было много всякой. Я не знаю, что теперь здесь осталось. Но окунь здесь был всегда. И он всегда будет. Самое интересное, окунь не вырастает больших размеров. Вот самый крупный. А так вот стандарт. Какой-то мелкий окунь. Мелкий окунь. Мелкий. Так, что мы достаем? Мы достаем. Балансир мы достаем. И блесну достаем. Больше мы пока ничего не достаем. Ну, можно на всякий случай вот эту блесенку достать. Потом, если клевать не будет, попробуем на опарыша. Остальное все пока убираем. Фу. Холодно, очень холодно. Вообще, Вань, холодно. А? Холодно. Вообще прохладно. Прокладно, да. Так, ладно. Ладно, на прокладно. Ну что, сейчас выжигаем. Так. Вода есть на ней? Сухо. О, слушай, да. Умная блесенка. Надо на солнце выбираться, там теплее. Наше коми солнце почему-то не греет. Ну, зато хорошо светит. Ай, к рукавице примерзла леска. Не все Якутия, где мороз, да? О, здесь уже помельче, Вань. Здесь помельче глубина, поменьше. Там поглубже, тут ближе к берегу. На пол воды попробовать, что ли? Не насаживаю опарыша, так как нет возможности вообще ничего делать. Мороз. Мороз просто обалденный. Это только дикари ходят в 35 на окуня, блин. Да, Ваня? Только дикари в 35 на окуня ходят. Зима, мороз, мы не пасем. Запланировал, поехал. Да-да-да, все-таки есть. А на солнышке как? Классно, Вань. Да ты что? Да мне даже жарко стало. От того, что не клюет. А я и смотрю, лунка закипела. Нет его. Будем считать, что его нет. Нет, он есть, Вань. Он есть. Ну, ему очень не дать. О, лунка уже напрочь достыла. Нет, еще сейчас возьмет. Куда он денется? Я просто в этих краях не рыбачил, я рыбачил вот там дальше немного. Сейчас я до берега дойду уже. Озеро большое. Где он гуляет? Никто не знает. Вот он, первый окунь. А, ты какой, блин. Иван выдернул на балансир, да? Да. Только что я там ковырялся на блесну. Ну-ка, первый окунь достоин того, чтобы его сфотографировать. Конечно,
Он же на балансир взял. Мелкий, Он. правда, но... Ну, нормальный окунь. Ну. Глаза сразу побелели, смотри, челюсть сразу замерзла. Конечно, отвисла челюсть. Кидай его в лунку. О, смотри, Вот ты что, он там Сразу выглядит на килограмм? сразу примерз. Смотри, взял на нижнюю блесенку. Сейчас. Да как же, как положено. Как по-русски, да? Да. Да не надо рукой. Кидай ее. Так всего-то минус 35. Да, конечно. Вот он первый окунь. Значит, есть рыба, значит, клюет, Ваня. Значит, клюет. И в 35 клюет. Правда, дышать тяжело. У меня же, блин, глотку перехватывает. Сразу ударил или как? Значит, надо его найти, получается, да? Значит, найдем, поклюет. Чуть выше поднял, вроде была еще поклевка. Да, вот он. Есть. Выше, выше чуть-чуть подними, попробуй. Вот он и мой первый окушок. Черненький, маленький, но мой. Пойманный, да. Я парыша стыбзили одного. Лунка замерзла. Лунка замерзает не только сверху, она полностью промерзает, но ты трудовой у меня, не буду я тебя отпускать. Я повыше поднял на метр, наверное, Вань. И у меня тут начал клевать. Один-один. Вот он. Вот он, третий трудовой окунь. 2-1, Вань. Вот он, красавчик. Мал золотник да дорог. 2-2. Иванка поймал. 2-2. И мороз уже не мороз, да, Ваня? Приятный. Зато, Вань, не жарко, да? Ваня на балансир, на голый балансир. У меня блесенка. А я хитрый, я блесенку и, ну, схитрил одного опарыша. Хотя не знаю, он какую роль играет, не играет. Но кусок опарыша я нацепил на один крючок. Так что, да, если он берет, ему не опарыш, ничего не надо. 2-2. Блин, как Олимпиада в хоккее, да? Хоккей был, конечно, азарт. Смотрел, да? Я вообще, я орал там, Валя говорит, ты что, блин, с ума сошел? Я говорю, да блин, ты понимаешь, что тут творится? Ой, блин. Красиво сделали. Ну, молодцы, молодцы. И сравнять успели, и молодой красиво гол забил. Ну, Так вот именно что, вот именно, видишь, дали молодым дорогу. молодцы, да. Потому что, ну, мастера, но скорости уже все равно уступаете, все, усталость. Я понимаю, мастерство, но не вечно. Итак, друзья, при всей красоте этого озера, при всем, что солнышко светит, холод вообще неописуем. Очень холодно, ветерок еще поднялся. Иван все бурится, пытается найти окуня.
Время 9:30, поймали 4 окуня. 2 я, 2 Иван. Решил перейти вот на такую снасть. Сейчас покажу. Надо как-то экспериментировать. Снизу будет у меня вот такой балансир. Полный металлический. А сверху на отводном поводке вот такая мормышечка. Туда нацепляю опарыша. Попробуем так. Если уж совсем никак, потом уже тоненькую лесочку на мормышку попробуем, потому что окунь тюкает. Ваня ловит на балансир. Я на блесну. Он тюк. Ну, просто или бочиной бьется, или что, ну никак. Поймали вот по 2 штучки. И все. Пока больше никак. Все примерзает махом. Вышло солнышко. Почему-то оно совсем не греет. Ну, конечно, сейчас может быть уже, конечно, не минус 35. О, на минус 30 есть точно, потому что полчаса и лунки уже все. Ну. Сейчас попробуем новую оснастку. Если нет, то придется попробовать ловить на мормышку. Если проигнорирует и вот это, что я предложил, как бы заманчиво, снизу балансир, рыба подходит, сверху мормышка. Теоретически это должно быть вкусно. Так, рукавицы одевать. Без рукавицы совсем никак. Ну, еще у нас удочки не ломались. Леска толстая. Где-то 2,5, наверное. На серьезную рыбу. В принципе, рыба здесь серьезная тоже. Есть и форели, и щуки, и карп. Все здесь водится на этом озере. Но шансов, что она тюкнет на зимнюю удочку, вообще минимальный. По крайней мере, я еще такого не слышал. Раньше, когда здесь выращивали форель, то ли сетку случайно открыли, то ли специально порвали. Но когда она расползлась по всему озеру, да, ловили вот таких фореликов десятками. Но то, что не поймали, она выросла, конечно. Гуляет сейчас по озеру. Может и взять. Но навряд ли. Я что-то сомневаюсь, что она вот возьмет именно мою насадку. Весной, когда уже лед таять начнет, да. Обычно люди здесь отрываются по последнему льду. Когда уже никуда не сунутся, речки все открыты, вечера вот-вот пойдет, все прут сюда. Это, конечно, минус 35. Кто сюда придет? Только такие безбашенные, как мы с Ваней. О, поймали травку. Все напрочь уже замерзло. Итак, у нас время без 10:11. Ваня на балансир. А? Ну да, Ваня вон на балансир выдернул окушочка. Тишина полная, пробурили, ну лунок сколько? Я вот сейчас только 15. Лунок 50 пробурили.
Поймали 5 окушков. Вот так. Балансир, блесна, мормышка. Пробуем все подряд. Ваня только на балансир. Я перепробовал уже все. Перешел на мормышку. Думал, будет на мормышку хоть клевать. Пока тишина. Полная. Да-да-да, балансир побеждает. Дует противный ветерок. Хорошо, что он с севера, видать. Северяк. А так лицом, когда стоишь к солнцу, ну терпимо. Морозец немножко спал, но все равно очень холодно. Так, счет уже 4-2. Ваня вырвался вперед, но у меня тоже была поклевка, и удивительно, на полтора. А? Ну да, практически. Я задрал его уже. Я, знаешь, я уже глаз ну, на окуневый гне нацепил глаз. Я на окуневый глаз уже ловлю. И поклевочка была такая вялая, еле-еле. Ветер немного стих. Уже покомфортнее стало на солнышке. Главное спиной не поворачиваться к солнцу. Фу. Набурил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 30, 6, 7, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64 лунки. Ну, плюс-минус 2. Я 2, Ваня 4. Клёв обалденный. На 10 лунок 1 окунь. Такая вот беда. Сейчас попробую пройтись по старым лункам с блесенкой. Если, конечно, лед продавлю пяткой. Нет, так придется идти к буру. Но если клевать не будет, поедем на Печору. Время уже 12:30, Вань. Время 12:30. Клёва как не было, так и нет, Ваня. Сколько поймал? 5 окушков одного ерша? А у меня как было 2 окуня, так и есть. Так больше не увидел ни одной поклевки. Изрешетили часть озера вон. Там, сям, везде побурили. Не хочет он брать сегодня, не хочет. А вру, была одна поклевочка наверху, и все. Просто тюкнул, и все. Что-то ему не нравится. Давление слишком высокое, наверное. Было 777, что ли. Не хочет. Низкое не хочет, высокое не хочет. Что ж ты хочешь, а? Фу. Ну что, друзья? Что я вам хочу сказать? Что мороз минус 35, ну может быть сейчас где-то минус 30, может быть. Ну,
максимум 28. Не теплее, это точно. Наморозились мы тут, оббурили, бегали, пробовали. У Вани 9 окуней, 2 ерша. У меня 4 окушка. Все. Больше мы здесь ничего не поймали. Хотя здесь рыбы немерено. Здесь живет карп, здесь живет окунь. Здесь рыбы много, здесь рыба клюет. Но, видать, не в морозы, это точно. Решили дальше время не тратить. Съездим на Печору. Попробуем на Устиловской переправе. Если там клевать не будет, мы еще успеем на Совинский мост на вечерний клев. Везде попробуем. Фу. Вот какая здесь была раньше красота. База отдыха, можно сказать. И теперь единственный дом остался с печкой. Остальные печки разобрали. Вот здесь была баня. Что осталось от нее, сейчас покажу. Я не знаю, видно, не видно. Частично разобрали полы, видать, на топку. Разморозили тазик, он полный лед. В баке тоже лед, который печки. Печка практически уже развалилась. Ну, наверное, мое мнение, оно стоит последний год. Эти твари придут еще вот эти доски себе на гроб, блин, наверное, заберут. Уроды, блин. Ну как еще их назвать можно? Чепушилы и все. Чепушилы. Тот, кто берет чужое, не им построенное. Они что думают? Разбогатеют этим, что своруют? Это последние твари, кто этим занимается. Я говорю, вот эти доски им на гробе пойдут, наверное. Вот там был ледник. Какой-то урод написал мусор. И весь хлам закидали в ледник. Там вот был вольер. Жили 3 собаки. Все доски сожгли от вольера. Здесь дом охранника был. Печка разобрана. Там дом. Печка разобрана. Все разобрали. Стеклопакеты. Тут можно, ну, оставили людям. Приходи, отдыхай, живи. Теперь бесплатно все это уже. Раньше, ладно, платили за это. Нет же, блин, обязательно надо насрать, обосрать все это. Это не люди. Это не люди. Это не люди посещали. Это не люди. Мешочек взял? Дрова растопили печку, даже и как будто Не топили. как радио Я не знаю, послушали. куда его положить. Ну ладно. А ты это, ящик покинь, да. Мы приехали со своими дровами. Целый мешок березовых сухих дров привезли. Но мы же не топим здесь. Вольеры, доски туда-сюда. Ничего не разбираем. Человек создал все это. Ну, не получился, видать, у него бизнес или что. Оставил он все это. Зачем ломать? Зачем? Я не понимаю. Обалденное озеро. Тут рыбы километр.
кроме окуней, которые здесь испокон веков жили. Теперь здесь плавает и карп, может быть и форель плавает, которую человек здесь разводил. Да, жалко. Жалко, жалко. Ну ладно. Может, Ваня, еще когда тепло будет, еще придем сюда, да? Я говорю, на последний лед, может, еще заглянем сюда. Сейчас мы попробуем. Испытаем счастье на Печоре. Если ничего не получится, то поедем на Соинский мост. Несмотря на то, что светит солнце, обалденно холодно. Просто, видать, зима решила на последних днях отыграться. Ну, 35, можно сказать, минимальная температура за всю зиму. 32 было, 33, 35 я еще не видел. Вот тебе и март почти. Через 2 дня март. Правильно мне Леха говорил: не ходи, Гена, на рыбалку, подожди марта. Нет, попёрся. Ну, на дальняк я, конечно, не пошел, потому что ехать на снегоходе в такую даль — это себя не уважать. Просто можно заморозить все на свете, что есть. Но дома сидеть — это тоже. Вот мне сейчас холодно. Я сейчас замерзаю, допустим, да? Но это все ерунда по сравнению с тем, что сидишь дома, смотришь в окно, а там солнышко, и ты думаешь, а ведь клюет где-то. И хочется на рыбалку. Так лучше мерзнуть и быть на рыбалке, чем быть дома и думать, зачем я не поехал. Так. Посмотрим, сколько там за бортом. О. А в машине даже снег не растаял. А за бортом у нас можно сказать, жара. — 27 градусов. Ой. Грейся, Нивушка моя. Фу. Вот это да. О. Здесь? Да. Вот там Хариус точно, да? Да. Как? Так, все. Магнит. Все. Это твоя лунка. И вот чуть-чуть, 1,5 метра, чуть-чуть в сторону. Но только сюда. Там нет, не можно там.
знаю, видишь, сколько льда. Да, много. Опа. Не столько немного. Ну да, хорошо. Я просто угол походу острый сделал. Надо круче. Надо круче было. Где, говоришь, здесь вторую, да, лунку? Да. Здесь. Хорошо. Далеко не надо. Там я, там у меня это Да. Льда-то нету. Льда, говорю, толком нету. А такие машины ездят, да? летом пошли вон, я тут щуку, Кого, щуку? а потом там вышли завод, окунь, блин, такие хорошие. Так может надо ближе к берегу, нет? Трава. Обал. Пипикают еще. Я говорю, пипикают, здороваются.